Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Внесение изменений в бюджет города, утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Эти вопросы обсудили на очередном собрании депутатов. Депутаты подвели итоги работы за первое полугодие. Основной объем средств был потрачен на ремонт автодорог и тротуаров. Во втором полугодии средства также будут выделяться на все направления жизнедеятельности муниципалитета. Акцент идет на программы комфортной городской среды и инициативного бюджетирования. По итогам рассмотрения первого вопроса депутаты обратили внимание на большой дефицит, и большинством голосов проект бюджета не был принят. По второму вопросу выступил заместитель главы Валерий Чернов. Предлагаем исключить из прогнозного плана приватизации жилое помещение земельных участков, условно по адресу город Канаш, улица Красноармейская, дом 62. Данное жилое помещение мы уже выставляли 8 раз, так и у нас покупатели находятся. Это бывший теплопункт на улице Красноармейская, 62, за зданием техосмотра. Он давно уже выведен из эксплуатации, да? 8 раз выставляли, потенциальный покупатель так и не находится, поэтому администрация города предлагает исключить и попробуем выставить для передачи в аренду. Прогнозный план приватизации муниципального имущества принят депутатами единогласно. Олеся Григорьева, Илья Сергеев, Елена Бладцева, администрация города. В Канаше уже много лет существует прекрасная традиция – отмечать дни микрорайонов и дворовых территорий. По инициативе жителей улицы Ильича во дворе новостроек устроили настоящий детский праздник. Детский смех слышится издалека. Ребята с нетерпением ждут начала праздника. Жители микрорайона ВРЗ часто устраивают себе встречи с танцами и песнями. В этом году они внесли новые идеи. Решили поиграть в лотерею. Закупили подарки, проигравших не было. Каждый ребенок получил приз и с удовольствием демонстрировал выигрыш своим родителям. Олеся Григорьева, Илья Сергеев, Елена Бладцева, ВРЗ. Предприятие с многолетней историей «Дивилей» является ведущим производителем баварской горчицы и лидером на рынке порционных продуктов Германии. В 2007 году компания пришла на российский рынок, а через 3 года в Канаше открылся первый завод. На днях предприятие отметило 9-й день рождения. На празднике побывала Ирина Константинова. На мировом рынке под брендом «Дивилей» доступен широкий ассортимент немецких традиционных продуктов – горчицы, соусы, салатные заправки и соленые огурцы. И это только небольшая часть выпускаемого ассортимента. На сегодняшний день 4-е поколение «Дивилей» строит семейный бизнес. So our company is a family company. We are in the 4th generation. The company was founded 1845, so a very long time ago. And this is why it's so important for us that we are connecting with the community and also with our people, because at the end, people are making the difference in business. So we think long term. And we think for our people because our culture is very special. So this is why Dивilей is the best company you can work for. Майкл и его брат, 4-е поколение, которое работает в компании, владеет компанией. Компания была основана в 1845 году, уже больше 150 лет назад. И сейчас все то, что они имели в Германии, все то, что они строили в Германии, все это принесено сюда. Сегодня компания «Дивилей» отмечает 9 лет со дня основания нового завода в Канаше. На предприятии вся система производства автоматизирована, отвечая высокому качеству выпускаемой продукции. We came to Kanash 9 years ago because we were looking for a reunion and also a city where we can feel like at home. And Czechoslovakia and specifically Kanash is a place where whenever we come we feel like at home because it's a very nice city with very good people that now happily work for us with a very good infrastructure and also logistically is very good situated for Russia. Мы пришли в Канаш 9 лет назад. Мы искали место, где могли бы чувствовать себя как дома и которое было бы прекрасно расположено с точки зрения логистики в России.
И мы нашли такое место, мы построили здесь завод, и мы себя чувствуем здесь прекрасно, потому что здесь замечательные люди, и это место с каждым годом нравится нам все больше и больше. Since the first day we are growing every year, also through the crisis, because we have very good products. We can also export our products into other countries, and we have very good people that work for us. Мы растем с первого дня, с того момента, как мы открылись. Даже несмотря на кризис, мы все время прирастаем. И сейчас мы не только производим для России, но и экспортируем нашу продукцию за границу. Ежегодно возрастают и показатели экономической активности. Это отметили приглашенные гости торжества. Основанное 9 лет назад общество прошло большой путь развития и сегодня является примером организации производства с немецкой педантичностью и точностью, носящим огромный вклад в создание нового экспортоориентированного сельскохозяйственного производства в нашей республике. Слаженная работа коллектива, имеющего большой опыт организации европейского производства, является важным аспектом качественного выполнения всего комплекса работ на каждом этапе. Ведь каждый из 146 работников предприятия получает достойную оплату своего труда и уверен в завтрашнем дне. С благодарностью и глубоким уважением заместитель председателя Кабинета министров, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Геннадьевич Артамонов. Партнерские отношения – залог развития как предприятия, так и муниципалитета. Об этом отметил глава администрации города. Компания «Дивилей» принесла в город не только рабочие места, но и культуру производства. Я это не устаю повторять. В прошлом году мы тоже, как муниципалитет, взяли определенные обязательства перед этой компанией и на условиях кооперации. Есть такая программа, инициативно бюджетирована сегодня. Будем ремонтировать дорогу. Вы, наверное, уже видели, подготовительные работы уже начались. Добрые слова также прозвучали и от депутатов, и от партнеров компании. Изначально сырье для выпускаемой продукции было привозное. Но с прошлого года семена горчицы начали выращивать в Чувашии, в Урнарском районе, при этом задав новые стандарты качества, отмечает Юрий Попов. Кульминацией торжества стала церемония награждения. Почетных грамот и благодарностей удостоились как руководство предприятия, так и его сотрудники. Я работаю на «Дивилее» с момента основания, это с 2011 года. Работаю инженером по эксплуатации оборудования. Работа очень ответственная, но очень мне нравится. За эти годы я получил много опыта, много позитива. И наши продукты, наверное, я знаю, знают уже во всем мире. Очень душеприятно вот такой подарок получить. Это многого стоит. Как узнал, что у нас в Кунаше открывается такое предприятие, решил сразу, пойду туда, не пожалел. Коллектив у нас молодой, дружелюбный, все ребята с пониманием относятся, хорошо обучаются, нет конфликтов никаких. Все отлично. Корпоративный дух компании стремится обеспечивать не только качество работы сотрудников, но и их активный отдых. Сегодня работники предприятия, разделившись на несколько команд, с удовольствием прошли квесты. Объединенные общей идеей демонстрировали свою сплоченность, ловкость, сообразительность. Ирина Константинова, Елена Блацева. Вести недели. 3 августа в субботу к 10 часам приглашаем всех на празднование Дня города. В программе презентация предприятий и учреждений города, библиотечная площадка «Театральный квартал», выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», торговые ряды предприятий общественного питания, игровые аттракционы, батуты, автомобильная выставка. Торжественное открытие Дня города состоится в 12 часов дня. С праздником, любимый город, праздничная концертная программа.
Выступление народного ансамбля «Россияночка», «Город детства моего», концерт воспитанников детских садов, «Артикль», вокальный проект города Чебоксары, концертная программа с участием артистов чувашской эстрады, «Глянец», кавер-группа «Город Чебоксары». Праздничный фейерверк состоится в 22:00. С 22 часов праздничная дискотека. На всех площадках города будут проводиться спортивные мероприятия. Ждем всех на День города. А я на этом с вами прощаюсь. Удачной вам недели. До свидания.